В начале марта президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%. Сам Кадыров свое решение объяснил тем, что в республике в последнее время увеличился рост преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее распространенными преступлениями являются вождение транспорта в нетрезвом виде, влекущие многочисленные жертвы среди населения, а также рост бытового пьянства, в ряде случаев заканчивающийся убийствами. Кадыров своим указом постановил ограничить время розничной продажи алкогольной продукции, определив время ее продажи ежедневно с 8 до 10 часов утра, а в период священного месяца Рамадан вообще запрещена торговля спиртным. Особое внимание глав районов президент республики обратил на необходимость упорядочения выдачи лицензий на разрешение торговли алкоголем и повышения уровня персональной ответственности в случае нарушения принятого закона. Почему же так получается в исконно-исламском обществе, в народе, который гордится своими красивыми и чистыми традициями, среди тех, кто пережил все мыслимые испытания современного мира и выстоял? И почему проблема достигла таких размеров, что президент лично решил навести порядок, волевой указ которого только начало отрезвления общества? Чеченское общество испокон веку держится на 3 китах – вере, морали и чести. Всем 3 перечисленным качествам непременно должен был соответствовать каждый уважающий себя чеченец. Соответственно, эти качества характеризовали и весь народ. Нарушение или пренебрежение перечисленным вело чеченца к потере лица, а потерять лицо для мужчины и коноха было страшнее самой жестокой смерти. Почему я начал свой рассказ из таких глубин истории? Да потому что сегодня 3 этих качества обесценились настолько, что теряют это самое лицо просто походя, между прочим. Самое неприятное свидетельство сказанному – алкоголизм и наркомания, которые еще, к сожалению, можно у нас наблюдать. Проблема наркомании на сегодняшний день стоит не так остро. Еще Ахмад Хаджи Кадыров поставил наркоманию в один ряд с самым страшным злом нашего времени – религиозным экстремизмом. «Смерть ваххабитам, нет наркотикам» – именно так звучал его лозунг. Что ж, с удовлетворением можно отметить, что оба фигуранта сего лозунга пребывают в Чеченской Республике примерно в одинаковых условиях. Хребет ваххабитов сломан. Наркотиков в республике тоже не густо. Купить так называемую травку – очень сложная проблема, а уж героин, кокаин или другие формы тяжелых наркотиков даже служба наркоконтроля видит все реже и реже. Потребители раз-два и обчелся, так какой резон его вести наркоторговцам? Продавать некому, а нападет на след наркоконтроль или другие защитники правопорядка, и деньги потеряешь немалые, а то и в кутузку загремишь. Одним словом, наркотики для Чеченской Республики не представляют серьезной угрозы. А вот алкоголь – тут прямо беда. Даже в советское время, где водки и пиво было залейся, а государство не препятствовало питью, увидеть пьяного на улицах чеченских сел и городов было редкостным зрелищем. Если кто-то, не будучи истинным мусульманином и пренебрегал запретами шариата, то укоризненный взгляд старой женщины или, не дай бог, риск встречи с кем-то из старших своего рода или фамилии действовал как очень сильно сдерживающий или, уж простите за каламбур, отрезвляющий фактор. Если мы призываем бороться с наркоманией, то почему мы не обращаем внимания на злостное пьянство, несущее одинаковые угрозы для общества, подчеркнул Кадыров. Более того, он предусмотрел возможные нападки на него в связи с подписанным им указом. Я думаю, что найдутся доброжелатели, считающие себя защитниками прав потребления алкогольной продукции. Точно так же было, когда я ограничил в течение недели действия игорного бизнеса на территории республики. Однако результатом такого решения стало понижение уровня преступности. Более того, прошло немного времени, и в ряде регионов России приняли такое же решение, отметил Рамзан Кадыров. Закон сахду, нарушать шоу-на Дез закон нарушать ком, ночи, ком, рилла, фулла, адов, саду, хошду, и хар момент тендона, мадошку, Прокурор Чеченской Республики Михаил Савчин, комментируя решение Рамзана Кадырова, полностью его поддержал, хотя и отметил, что возможно расширение изготовления алкогольной продукции кустарного производства и отток денежных средств приграничной с Чеченской Республикой регионы, где нет подобных ограничений. Хотелось бы возразить и прокурору республики. Нет, Михаил Михайлович, не будут у нас варить самогон, и суррогатной выпивки тоже не будет. Залогом тому и отсутствие подобного опыта у чеченцев в прошлом, и что важнее, как отметил Рамзан Кадыров, комплексное решение проблемы. Она по границе полностью укрепительна, войга и полностью доходит сигару, секучу, эрдерский, эрдерка, она войга, бюджет спирту на районе. Плюс 20 тысяч адектов аду, 12 материалов по 238 статье, еще. В
Кроме того, за последние 9 месяцев в республике не было ни единого случая отравления паленой водкой. Это сообщил уже Минздрав. Столь жесткое решение проблемы алкоголизма было обусловлено двумя причинами. Во-первых, в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи нельзя допустить, чтобы истинные ценности ислама и красота традиций чеченского народа были подменены прозападным культом, суть которого тлен. А во-вторых, пьянство за рулем в нашей республике достигло таких угрожающих размеров, что без жестких мер просто не обойтись. Как сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Чеченской республике Иса Сааев, за 2008 год на территории республики зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 199 человек погибли и 481 травмирован. Пресечено 1700 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только вдумайтесь в эти цифры, учитывая тот факт, что всего в Чеченской республике зарегистрировано только 160 тысяч единиц автотранспорта, то есть каждый 10-й водитель потенциально пьян. Слова президента республики о том, что пьяный за рулем и террорист для него одно и то же, и тот и другой убивают людей, становятся очень понятными. Родители демократии и разномастные защитники гражданских свобод чеченцев, которые, как правило, защищают их откуда-то издалека, из-за бугра, завизжали о тоталитаризме, культе личности, нарушении прав человека и прочих страстях. Ну что вы, господа, указ президента Чеченской республики не нарушает ни один существующий закон, как самой республики, так и Российской Федерации. Известно, что в Сальвадоре в 70-е и 80-е годы пьяных водителей расстреливали, а в Малайзии любителя сесть за руль под шофе до сих пор сажают в каталажку вместе с женой. Представляете, что ему, бедному, придется пережить? Чтобы родителям так называемых прав было еще спокойнее, можно привести другой пример. Буквально несколько лет назад было много визга вокруг введенного Кадыровым запрета игровых автоматов. И что? Через некоторое время примеру Чеченской республики последовали в других краях и областях необъятной родины. А сейчас и вовсе на федеральном уровне одноруких разбойников загнали туда, куда Макар телят не гонял, в дебри Алтая и к самой китайской границе. И мир от этого не перевернулся, но преступлений на почве игромании в России стало в разы меньше. Да и подпольный игровой бизнес, предрекавшийся некоторыми экспертами, так и остался бумажной страшилкой. Я чеченец. Для меня, как и большинства моих соплеменников, вера, мораль, честь не пустые звуки. Мне больше по душе та молодежь, которая посещает мечеть или учится в институте, чем та, что по вечерам пьет пиво и водку. Образ чеченской женщины для меня ассоциируется с красивыми, скромными и верными женщинами, а не с этими двумя красавицами, 3 часа ночи в пьяном виде шляющимися по улицам. Уже о многом говорит подозрительно. Кроме всего этого, чего дитя, везда дочь, бела дочь, ног решит мели, маларка. Сегодня чеченская молодежь заявляет о себе многими полезными делами в труде, спорте и общественной жизни. Вот и нынешний указ Рамзана Кадырова вызвал в среде сильный резонанс. В Грозном прошла акция «Война на дорогах», организованная патриотическим клубом «Рамзан» совместно с УГИБДД МВД Чеченской Республики. Цель акции – информирование водителей о последствиях нарушений правил дорожного движения и скоростного режима. Активисты патриот-клуба «Рамзан» раздавали брошюры, в которых содержалась информация о количестве дорожно-транспортных происшествий, а также на иллюстрациях были показаны реальные случаи ДТП. Здесь содержится обращение от имени патриотического клуба «Рамзан» к водителям с призывом беречь свою жизнь и жизнь окружающих. Да, действительно, проблема решается в комплексе. Во-первых, это не сухой закон, инициированный государством, полный запрет. Неудачная попытка Михаила Сергеевича Горбачева конца 80-х годов многим, думаю, памятна. Народ как пил, так и продолжал пить, но уже не качественную заводскую продукцию, а разную сивуху. Расцвело самогоноварение, тысячи человек отравлялись суррогатами, гибли, а казна не досчиталась огромных сумм. Инициатива ограничения продажи спиртного в нашей республике идет от самого народа, и указ президента только своевременное и грамотное реагирование. Более того, это позволит существенно снизить число ДТП. Учитывая строгость наказания за езду в нетрезвом виде, это окажется очень действенным. И, наконец, молодежная политика, проводимая в республике, направлена на постепенный и полный отказ чеченской молодежи от алкоголя. Разве это все плохо? Нет, это все отлично. И истинные результаты мы сможем наблюдать через пару лет. Надеюсь, что к тому времени алкоголизм Чеченской Республики отомрет как социальная проблема. И слова великого Льва Николаевича Толстого снова станут актуальны применительно к чеченцам. А говорил великий так: лучшая культура питья у чеченцев, они совсем не пьют.
Да, дорогие чеченцы, историческая необходимость и правота принятого решения налицо. Мы победили международный терроризм. Мы почти полностью извели в республике наркотики. Справимся и с пьянством. Древние были мудры, и если бы выпивка была благом, не назвали бы они ее зеленым змеем.